День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Надежда Саханская. Коротко о темах выпуска. Никто не остается в стороне. Якутяне продолжают поддерживать бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. За пару дней мы собрали средства на колеса для передовой. Деньги были отправлены. Нужны ребятам специальные ключи для автомобилей, там какие-то запчасти. Тут же это все дело закупается, все деньги переводятся. На этой неделе нашу республику посетил Юрий Трутнев. Вице-премьер провел ряд совещаний, а также посетил компанию по производству техники. Поделимся подробностями. Мы посмотрим, как они на месте будут работать, но сейчас там распутятся, и такие вот средства крайне высокой проходимости, они будут, мне кажется, полезны. Сезонные дороги завершают свою работу. Закрылась ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях. Начинается закрытие всех ледовых переправ Якутии. За несоблюдение требований предписанных дорожных знаков водителям предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12-16 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Водителей за оказание услуги перевозки пассажиров в период введенных ограничений, не отвечающих требованиям безопасности, могут привлечь к уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Нерюнгри борются с грызунами. Кто виноват в создании антисанитарной обстановки? Управляющие компании или жильцы многоквартирных домов? В проблеме разбирались наши корреспонденты. Это очень наболевшая тема. Управляющая компания ежемесячно травит, проводятся дератизации. Но это бесполезно, так как вокруг нашего дома очень много павильонов, магазинов. Грандиозным праздником уходящая неделя запомнится спортсменам и поклонникам биатлона. В Алдане финишируют всероссийские соревнования на кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалей. Много факторов срослось, скажем так, да, для того, чтобы кубок прошел здесь, в Якутии. И на самом деле мне радостно видеть стадион, ребят. Все, которые ребята проходят через Кубок Багалей, они будут замотивированы на многие годы вперед. Пожалуй, одной из главных тем недели стало принятие закона об электронных повестках для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Так, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на соответствующем информационном ресурсе в информационной системе, например, на портале госуслуг. При этом, если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то это произойдет по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток. В Якутии начал работу единый центр отбора граждан на военную службу по контракту. На базе санатория «Абырал» кандидаты могут пройти собеседование и медицинский осмотр. В период прохождения комплексных медицинских обследований гражданам предоставляется койко-место со всеми удобствами и 4-разовым питанием. Обратиться в пункт могут все желающие граждане от 18 до 59 лет. В отдельных случаях документы могут подать лица до 65 лет. Категория годности граждан к военной службе должна быть А и Б. После заключения контракта на военную службу военнослужащим полагается денежная выплата. Здесь мы производим отбор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Хотелось бы добавить, что здесь же они также проходят весь путь отбора, то есть от начала, от сдачи анализов, прохождения медкомиссии, заключения, и уже отсюда уже убывают непосредственно в часть. Линчане продолжают поддерживать бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Школы, предприятия, учреждения города и района плетут сети, собирают гуманитарные посылки, приобретают для ребят спецодежду, технику и обмундирование. Никто не остается в стороне, ни взрослые, ни дети. В Ленске открылся центр общественного движения «Покров». Здесь линчане плетут сети, делают нашлемники. В скором времени планируют начать шить еще и пятиточечники. Уже установлены столы для швейных машин и для раскройки материала. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогает в нашей работе, потому что
все вместе мы делаем то, что, мне кажется, одному-двум человекам, даже какой-то группе людей было бы просто не под силу. Ежедневно изготавливается одна сеть, несколько нашлемников. Их плетут двух видов – для городской застройки и лесополосы. А также линчане делают маскировочный панцирь для снайперов и разведчиков. Моя мама Гаврилина Елена Валентиновна, она сегодня сшила, получается, 2 комплекта нашлемников. И вот я сюда вот привез, передал. Организаторы общественного движения создали и группу в одном из мессенджеров. В ее составе уже более 800 человек. Благодаря ей удается собрать средства для нужд наших бойцов. За пару дней мы собрали средства на колеса для передовой. Деньги были отправлены. Нужны ребятам специальные ключи для автомобилей, там какие-то запчасти. Тут же это все дело закупается, все деньги переводятся. Не остается в стороне никто. Еженедельно в центр приезжает машина с нослегов, привозит сети и посылки с продуктами питания. По понедельникам приходят дети из реабилитационного центра, а пенсионеры здесь постоянные помощники. Часто берут работу и на дом. Ежедневно здесь трудятся десятки линчан. Конечно же, это все для победы. Вы первый раз, нет? Нет. Нет, не первый раз. Как есть время, я прихожу. Рабочий детского сада «Теремок» собственноручно изготовил станок для резки лент. Теперь его устройство изготавливает необходимый материал для маскировочных сетей для центральной библиотеки и для первой школы. Ну, как бы и облегчить их труд. Это они целыми днями, представляете? Замеряют по метру, по 2, там, отмеряют линейкой. Каждый полоску. Представьте, какой труд. Эта работа недолгая, тут недолго. Сами видите. 2 минуты, даже не 2 минуты, минута и как бы все готово. А еще воспитанники детского сада во время занятий делают нашлемники. Мы помогаем нашим бойцам, которые защищают нашу родину. Мы еще писали письма и рисовали, чтобы наши солдаты быстрее вернулись домой. Помогаем воспитателям и взрослым, но и воспитатели тоже этим занимаемся, и мы тоже. Поддержать бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, стараются все. Члены общества слепых тоже присоединились к доброму делу. В течение 2 дней мы собрали 9600 рублей, и на эту сумму мы купили продукты питания, гигиенические принадлежности и нательное белье. При возможности в Центральной библиотеке проводятся встречи с участниками специальной военной операции. В этот раз на нее был приглашен молодой человек Альберт. Он был мобилизован в сентябре прошлого года. Пройдя подготовку, он так же, как и многие наши земляки, встал на защиту Родины. Встреча прошла очень интересно. Беседа была волнительной и для молодого человека, и для всех присутствующих. Показывали, что делают для фронта. Сети, нашлемники. Задавали вопросы. Но больше говорить нельзя. Так что в общие темы, чего хватает, чего не хватает. А сейчас хотите обратно, да, как бы все? Ну, конечно, там все друзья, знакомые. Нужно защищать свою родину. Участникам специальной военной операции в городе устанавливают баннеры. Инициативу проявили ленинские предприниматели. Большую поддержку нашим бойцам оказывают районная и городская администрации, а также предприниматели. Они закупают для них технику, оснащение и дорогостоящее обмундирование. Вчера в зону проведения специальной военной операции была направлена очередная партия груза. А сегодня глава района Жумарт Абельманов по просьбе одного из мобилизованных, служащего в разведке, приобрел и предоставил бойцу 3 тепловизора и 3 дальномера. Их молодой человек доставит в зону проведения специальной военной операции, куда он отправится уже через неделю. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а технологии экстра-синема теперь смогут увидеть зрителей в погонах. Уникальный кинопроектор якутского производства установили в Центральном доме российской армии в Москве. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и уже провели первый киносеанс. О настоящем и будущем экстра-синема в материале Айсены Бурнашовой. Первый якутский кинопроектор официально передан Дому российской армии. Экстра-синема – не просто оборудование для просмотра фильмов, но и целая кинобиблиотека. Отечественную разработку оценили первые зрители. Показ открыл рядовой Чарин. В Центральном доме российской армии в последний раз кино на большом экране смотрели только в советское время. Сегодня же экстра-синема уже собрала зал в 200 человек. В советское время был кинозал. Аппаратура устарела. Сегодня мы фильмы смотрели в основном по телевидению, по плазмам. Но сегодня мы получили в дар профессиональный проектор, шикарный звук.
Яркий и мощный «Экстра-синема» создан по последнему слову техники. Это первый проектор в формате 4К. Вскоре он появится в отдаленных гарнизонах, домах офицеров, военных городках. «Экстра-синема» охватит 800 точек страны. У 15 миллионов человек теперь появится возможность посмотреть кино на большом экране. Мы предполагаем, что сможем масштабировать этот опыт, его изучить со всех сторон, посмотреть, как его можно применять. С помощью такой платформы можно обеспечить и обновление контента отечественными фильмами, и планирование сеансов, и показ в интересах служащих, в интересах семей военнослужащих. Преимущество наше в том, что у нас все-таки технология российская. Это не западные технологии, которые, возможно, невозможно было бы устанавливать в специализированных военных учреждениях. А мы, в свою очередь, совместно с Министерством обороны эту работу всю проведем. Сегодня «Экстра-синема» работает в 10 кинозалах Якутии. В этом году будет создано еще 17. В сентябре прошлого года кинопроектор установили в городе Кировское Донецкой Народной Республики. Впереди Луганск и Запорожье. У нас за последние пару месяцев поступило порядка 50 заявок из новых территорий. Из ДНР, например, из Луганска, есть Запорожье. И при поддержке фонда кино российского мы в ближайшее время один зал в Запорожье и один зал в ЛНР создадим по нашей технологии. Это такая работа в области культуры, укрепляет боевой дух наших бойцов и объединяет нашу всю страну в общем порыве. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. А Государственная Дума тем временем одобрила заключение контракта с Минобороны сразу после школы. Подписание 18-летними выпускниками школ контракта с Минобороны значится среди поправок, которые Госдума одобрила также на этой неделе. Сейчас контракт можно заключить только после получения среднего или высшего профобразования. Поправки позволяют заключать его вчерашним школьникам. Законопроект был принят в третьем чтении почти единогласно. Его поддержали 394 депутата. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. На этой неделе нашу республику посетил Юрий Трутнев. Вице-премьер провел ряд совещаний, в том числе по паводковой и пожароопасной обстановке на территории Дальневосточного федерального округа. Рассмотрел с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, а также посетил компанию по производству техники. Подробности в материале Светланы Амосовой. В Якутии с 2017 года работает компания по производству легкой вездеходной техники и квадроциклов. В год они выпускают более 120 единиц, а всего на сегодняшний день продано свыше 800 квадроциклов. Также предприятие поставляет свою продукцию в зону специальной военной операции. Специально для СВО была разработана и сертифицирована модель пикап с большей грузоподъемностью. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО. Вице-премьер Юрий Трутнев обсудил с предпринимателями возможности дальнейшего производства, особенности техники и сферы его применения. Мы посмотрим, как они на месте будут работать, но сейчас там распутятся, и такие вот средства крайне высокой проходимости, они будут, мне кажется, полезны. Также Юрий Трутнев провел окружное совещание по подготовке к пожарам и паводкам. Как отметил вице-премьер, в целом все необходимые мероприятия в регионах предприняты. Во время встречи был поднят насущный вопрос, какие территории подлежат тушению, а какие нет. Губернаторы сказали, что в пройденную огнем площадь пожаров засчитывается сухая трава, которую тушить нет возможности и смысла. Поэтому министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов
предложил переводить такие земли в земли иных категорий и убрать их из земель лесного фонда. Предложение правильное, но с одним маленьким замечанием. Тогда это надо быстро делать, потому что в целом процедура очень сильно забюрократизирована, и там получится так, что нам некогда будет с пожарами бороться, будем бумаги из кабинета в кабинет носить. Вот я попросил его изучить возможность в течение 3 недель эту работу провести по заявкам губернаторов. Если такая работа будет проведена, то мы немножечко с этим тоже сможем разобраться. В целом, главы регионов сообщили, что проблем, связанных с нехваткой средств по подготовке к пожарам, нет. Как отметил Юрий Трутнев, еще одним важным направлением является защита опасных территорий от паводка. На эту работу в этом году для дальневосточных регионов было выделено около 20 миллиардов рублей. Сейчас средства осваиваются, строятся водозащитные сооружения. Что касается Якутии, то у нас в этом году ситуация достаточно непростая, потому что в марте выпало от 2 до 6 месячных норм снега по разным территориям Якутии. Мы ожидаем, паводок будет крайне непростой с точки зрения даже небольших наших рек. Мы опасаемся паводка на малых реках, в заречной группе районов, в центральной группе районов. Здесь специальная группа во главе с садовником Дмитрием Ильичем уже работала, начала вместе с МЧС по проверке гидротехнических сооружений, по подготовке населенных пунктов. Также состоялось совещание по подготовке мастер-плана города Якутска. Мастер-план – это не просто генплан, это увязка социального, экономического, демографического развития города, а также трудового потенциала. Начиная от строительства социальной инфраструктуры, школ, детских садов, больниц, заканчивая реализацией крупнейшего проекта Ленского моста. Как отметил Юрий Трутнев, эта работа очень важна, и мастер-план Якутска находится в высокой степени готовности. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Во время рабочей поездки в республику полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание о подготовке мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Юрий Трутнев обратил внимание руководства региона и города на то, что необходимо более глубоко проработать вопрос газификации Нерюнгринской ГРЭС. Вице-премьер также обратил внимание на туризм как одно из эффективных направлений развития города. Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев заметил, что мастер-план находится близко к финальному состоянию. Мы будем дорабатывать его общими усилиями и представлять на рассмотрение президента Российской Федерации. Мастер-план создается для того, чтобы людям, которые здесь живут, было комфортно жить, подытожил Юрий Трутнев. К другим темам. Ледоход на реках республики, как следует из предварительного прогноза гидрологов, ожидается на первые 3 сутки раньше обычных сроков. Вскрытие Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается 8-15 мая на участке Покровск, Якутск, Кангаласы 15-18 мая, на участке Сангар 19-21 мая, в районе поселка Кюсюр в последних числах месяца. В течение 2-й декады мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в 3-й декаде мая, в устьевых участках рек в 1-й декаде июня. Максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений, а на Лене, в пределах Ленского района и на реках северо-востока близкими к норме. На малых реках Центральной Якутии, в частности в горном и заречных районах, максимумы весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. С 15 апреля запрещен проезд по ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Грузоподъемность по автозимнику уже снизили до 20 тонн. При этом сроки снижения максимальной массы и закрытия ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния льда и погодных условий. С состоянием автомобильной дороги по реке Лени ознакомился наш корреспондент Артур Старостин. Интенсивное таяние ледового покрова началось с сегодняшнего дня. Как и ожидалось, в этот период на автозимнике наблюдается много воды, небольшие выбоины. Подъезды, заезды, выезды на ледовую переправу, они сегодня, так сказать, в не очень удовлетворительном состоянии, ввиду того, что большое скопление воды идет, трудно проезжаемый для легкового транспорта, глубокая вода. Начинается там дальше большие грузы, тоже начинается сложность подъема большегрузных машин. На днях планируется закрытие самой загруженной федеральной ледовой переправы Нижний Бестях, Якутск. Сегодня снижена грузоподъемность для большегрузов до 20 тонн. С 17 апреля закрывается ледовая переправа Хатасы-Павловска. С сегодняшнего дня грузоподъемность по ней снизилась до 30 тонн. По распоряжению главы района создана рабочая комиссия.
«Авторадио», который будет проводить рейдовые мероприятия по ледовым переправам реки Лена. За несанкционированный выезд на ледовую переправу для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а на юрлиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Ледовая переправа заметно подтаяла. В некоторых участках легковые автомобили проезжают с трудом. Затем, чтобы граждане не выезжали на лед, ежедневно будет следить межведомственная комиссия в составе сотрудников ГИМС, ГИБДД и административной комиссии. За несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком водителям, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12-16 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Водителей за оказание услуги перевозки пассажиров в период введенных ограничений, не отвечающих требованиям безопасности, могут привлечь к уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. После закрытия автозимника со стороны Нижнего Бестяха к въезду на ледовую переправу будет установлена камера видеонаблюдения, которая будет фиксировать нарушения. В период весенней распутицы будут организованы пассажирские и грузовые перевозки через реку Лена по маршруту Нижний Бестях-Якутск с привлечением водного транспорта. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Со следующего года до 6 метров будет расширен автозимник к селу Чегда. Это самый отдаленный и труднодоступный населенный пункт Алданского района. Он располагается почти в 500 километрах от Алдана. Сезонный автозимник – это единственный путь к чегдинскому наследию. О том, с чем чегдинцам приходится сталкиваться из-за своей отдаленности и труднодоступности, в следующем материале. Чтобы добраться до чегдинского наследия зимой, нужно преодолеть порядка 37 километров по автозимнику. Но узкая ледовая дорога позволяет проехать только легковому автотранспорту. Для больших грузных машин ширины уже не хватает. Из-за этого туда не могут попасть и мобильные медицинские комплексы. Однако к следующему году этот вопрос должен быть решен. Сейчас у нас этот вопрос решился, и мы вот за лето выпилим, расширим зимник наш до 6 метров. Ну, как бы и будем ждать, чтобы на следующий год нам приехали именно вот этот такой мощный комплекс для здравоохранения. В период распутицы закрывается и этот путь, поэтому старшеклассники чегдинской школы вынуждены заранее выезжать в соседние города, чтобы отучиться там 4-ю четверть, а затем остаются на выпускные экзамены. 2 ребенка у нас уехали в Алдан для того, чтобы в 4-й четверти там учиться и сдать там экзамены. Потому что из-за того, что дороги у нас тут нет, выехать на экзамен они отсюда не смогут. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы дети сдавали здесь на месте. Тут и родные стены всегда помогают. Как такового в Чегде нет и авиасообщения. Старое здание аэропорта, построенного еще в 1944 году, сегодня заброшено и носит гордое имя объекта культурного наследия муниципального значения. Внутри все еще можно увидеть остатки былого оборудования, однако все давно пришло в негодность. Также и взлетная полоса. По рассказу Владимира Николаевича, работавшего здесь диспетчером с 1981 по 1989 годы, в лучшие времена она была протяженностью больше километра и могла принять самолеты и вертолеты всех типов. Сегодня осталась едва ли половина. Остальная часть уже заросла. И теперь приземлиться здесь могут разве что небольшие самолеты и вертолеты. Тогда, конечно, было интересно. Полетов было очень много. Летала техника. Аэропорт был 4 класса. Летали вертолеты всех типов, начиная с маленьких, заканчивая Ми-6. Летали самолеты Ан-2, Л-410. Объемы перевозок были очень большие. Летали пассажиры с приписных площадок, с Кутаны, с Бельгачей и нашего поселка. Стояли, работали самолеты и вертолеты на геологов, на старателей. Так что работы хватало всем. Сегодня взлетная полоса фактически используется 2 раза в год, когда в Наслег прилетают дотационные рейсы, на которых перевозят и пассажиров, и грузы. Также полоса принимает санрейсы. Для обеспечения населения электричеством местная дизельная электростанция завозит необходимое топливо заранее, еще в период навигации. Чтобы не возникало перебоев, ежегодно завозится порядка 10 тысяч тонн. Мы снабжаем электроэнергией поселок Чегдавись. С снабжением электричества проблем как бы нету. Завоз топлива для дизелей дизельного танкером осуществляется. С топливом проблем завозов нет. Топлива хватает. Раз в год у нас по навигации танкером, когда весенняя вода большая, танкер приезжает.
Итогом труднодоступности села становятся непомерные цены в магазинах. Местные жители жалуются, что им приходится платить в несколько раз больше, чем соседним населенным пунктам. Здесь цены в 3, 4, 5 раз выше по району. То есть наши местные индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей, цены завышают очень сильно. Пойдешь в магазин, пакетик принесешь, а выложишь кругленькую сумму. То есть с этим очень большая проблема. Ценников нету в магазинах ни на каком виде товара. То есть мы даже не знаем, сколько это стоит в действительности. Нам подсчитывают, мы платим. Даже вкупе с автозимником, редкими дотационными рейсами и непостоянной навигацией этого недостаточно для доставки всех необходимых грузов, а также бесперебойного почтового сообщения. Часть проблем решает северный завоз, но даже им доставляются только товары первой необходимости. В результате вопрос об обеспечении Чагды остается открытым. Юрий Осипов, Владимир Павлов, село Чагда, Алданский район. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В Нерюнгри борются с грызунами, но многие жители многоквартирных домов жалуются, указывают на недобросовестность в этом сотрудников сферы ЖКХ. Ведь мыши и насекомые чувствуют себя вполне вольготно в многоквартирных домах, забираясь на самый верх по канализационным стоякам, межэтажным перекрытиям и вентиляции из подвальных помещений. Но, как выясняется, не всегда в такой антисанитарии виноваты управляющие компании. В проблеме разбирались наши коллеги из Нерюнгри. Дом по улице Амосова 2/1 введен в эксплуатацию 34 года назад. И с тех пор в нем ни разу не было капремонта. В плачевном состоянии не только кровля, но и подвальные помещения. А если в подвале грязь, сырость и темнота – это факторы, способствующие появлению там непрошенных жильцов. В нашем доме очень много крыс, грызунов. Это очень наболевшая тема. Управляющая компания ежемесячно травит, проводятся дератизации. Но это бесполезно, так как вокруг нашего дома очень много павильонов, магазинов, которые не травят этих крыс. Так было, что они даже поднимаются на 5-й этаж, наш дом 5-этажный. Рядом с нами в прошлом году был случай, что крыса напала на ребенка. Бумажки, пищевые упаковки, объедки и прочие отходы – оптимальная среда размножения крыс. А скорость их размножения зависит не только от своевременности вывоза мусора, с чем, по словам работников УК, сейчас более-менее нормально, но и от отношения к своему дому жильцов. 3 подъезда этого дома убираются постоянно по графику. Уборщица работает у нас на протяжении 14 лет. 2 подъезда у нас чистые, но 3-й подъезд у нас, как видите, просто свинство. Печально осознавать, что жильцы дома считают свои квартиры только, а про подъезд совсем забывая. Безусловно, чтобы решить проблему с грызунами, необходимо навести идеальный порядок в подвале дома и возле него. Работники ЖКХ считают, что заниматься травлей грызунов только их силами недостаточно. Со стороны 3-го подъезда магазин, со стороны 1-го магазин, овощной магазин, напротив магазин. Ну, естественно, есть где кушать. И я считаю, что если магазины отстранятся от данной проблемы городской, никогда не исправим эту ситуацию. В марте месяце Управление Роспотребнадзора совместно с городскими властями, дератизаторами и оператором вывоза мусора провели санитарную обработку максимального количества объектов в районе. Я не скажу, что магазины не травят. Все-таки работа с этими предприятиями ведется со стороны организации, занимающейся дератизационными мероприятиями. За период марта месяца было обработано более 390 объектов. Обеспечен вывоз отходов с этих объектов. И, в принципе, я не скажу, конечно, что все мероприятия были проведены прям 100% и весьма эффективно. Однако за период марта и вот текущую дату апреля месяца у нас фактически в адрес территориального отдела ни устных, ни письменных обращений не поступало.
Жителям дома по Южно-Якутской повезло с неравнодушным соседом. Вячеслав Забара – своеобразный народный контроль, который, видя проблему в доме, всегда готов ее решать. Он считает, чтобы раз и навсегда избавиться от крыс, нужен системный подход. В первую очередь это уборка мусора вовремя. Если есть избыток мусора, можно делать дополнительные заявки в переработчик. Далее следить за чистотой в подъезде, за техническим состоянием подъезда. То есть в данном доме есть такая проблема. У нас в 2016 году не был сделан капитальный ремонт подвального помещения из-за подрядчика. Я обратился к главе Якутии. И в итоге сейчас уже идут торги на смету. И мы до 2024 года отремонтируем подвальное помещение. В борьбе с грызунами, безусловно, нужна планомерная, регулярная и комплексная работа. Это осознанное отношение к состоянию своего дома каждого жителя, добросовестный труд работников ЖКХ и, конечно, постоянный контроль со стороны управления городского хозяйства и самих жильцов. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Однако порой осознанного отношения к состоянию своего дома недостаточно. Необходимо дождаться и реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Напомним, наш телеканал недавно освещал проблему ветхого жилья по улице Дальняя, дом 82. Пенсионерке Анфисе Конюховой приходилось подниматься к себе домой по приставной лестнице на 2-й этаж, так как пройти через затопленный подъезд было невозможно. В каких условиях теперь проживает женщина и насколько она рада долгожданному переезду, узнала Светлана Амосова. С палисадника зайти, в палисадник зайти, вот так. И лажу туда, в комнату свою, Тоньку, чтоб не свалиться. С волнением и с чувством радости Анфиса Конюхова приезжает уже в свой новый дом. Квартиру пенсионерки выдали в микрорайоне Звездный. Сейчас там активно идет строительство многоквартирных зданий, но уже некоторые объекты сданы и введены в эксплуатацию. Зашла к себе на квартиру, на новую. Приехала. Бабушка десятилетиями проживала в непригодных условиях. Она давно мечтала о таком комфортном доме. Для меня как дворец. После 30-летней жизни там, для меня это как дворец. Больше всего она рада благоустройству, так как в старом доме никаких удобств не было. Наконец-то у меня появились благоустройство. И ванна, и раковина, и там туалет. Ну неужели мне до сих пор говорю же, не верится, что я бедра таскать не буду, ведерно-выносная система у меня уже кончится. Эта квартира стала новым глотком воздуха, ведь совсем недавно она потеряла мужа, с которым рука об руку прожила долгие годы и мечтала переехать в новое жилье вместе с ним. Ну не первый этаж, не второй этаж, а третий самый хороший. У меня муж мой тоже всегда говорил, если предложат, говорит, 3-й этаж только бери, только 3-й этаж. Специально для того, чтобы заняться приятными хлопотами, она взяла отпуск на работе и теперь все свое время посвящает вопросам переезда. Светлая, просторная двухкомнатная квартира с готовым ремонтом. Для Анфисы Михайловны это мечта всей ее жизни. Она перевезла сюда практически всю мебель, осталось докупить только прихожую и поставить здесь кухонную. Сейчас пенсионерка занимается оформлением документов и сбором справок об уплате всех коммунальных услуг. После этого она должна сдать ключи от старой квартиры в департамент жилищных отношений, так как она является муниципальной. Более того, ее новое жилье оказалось больше предыдущей на 6 квадратных метров, что, несомненно, обрадовало бабушку. Я еще пока в шоке. Я пока еще в шоке. Неужели, думаю, иной раз вечером лежу, неужели я перееду туда? Неужели, думаю, отсюда уйду, думаю. Так что вот буду жить, радоваться. Вместе с ней в этот многоквартирный дом переехали и ее соседи. Напомним, что в аварийном доме проживало 7 семей, и они все ждали расселения. Остальные собственники до этого получили денежную компенсацию. Светлана Амосова, Челус Накентьев, Якутск.
Впрочем, мечта сбылась не только у столичной пенсионерки. В селе Крестяк Сунтарского улуса 12 апреля установили первую сваю нового клуба. Оказать помощь в его строительстве на встрече с Владимиром Путиным попросил герой труда Владимир Михайлов, проработавший полвека доером. Напомним, Владимир Михайлов из Сунтарского района в июне прошлого года был награжден золотой медалью Герой труда Российской Федерации. Медаль ему лично вручил Владимир Путин. После церемонии награждения доер рассказал президенту России, что мечтает, чтобы в его родной деревне построили клуб. Глава государства тогда пообещал выполнить его просьбу. Сельский клуб будет двухэтажным и откроется уже в конце следующего года. Ну а школа приемных родителей Мирнинского района в этом году отмечает десятилетие. За эти годы каждый, кто желал взять ребенка в свою семью, проходил обучение в школе приемных родителей. К слову, сегодня в Мирнинском районе благодаря организации 160 детей находятся на попечении приемных и опекунских семей. Обучение в школе приемных родителей стало обязательным для кандидатов, изъявивших желание взять в свою семью ребенка. Миссия школы одна – подготовить приемных родителей морально и практически к появлению воспитанника, дать комплексные знания, необходимые для создания крепкой и надежной семьи. Наша школа состоит из 3 этапов. Вообще, конечно, главной целью нашей школы является формирование социально-психологической готовности кандидатов к приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Наша программа состоит из 10 занятий, где каждое занятие является базой для последующей. Для того, чтобы наши кандидаты понимали, с чего нужно начинать и чем продолжить. Сегодня в Мирнинском районе 7 приемных семей воспитывают 20 детей. Под опекой находится 140 детей. 1 сентября 2012 года вышел указ о том, что все кандидаты в опекуны и в приемные родители, а также в усыновители в обязательном порядке должны проходить школу приемных родителей. За 10 лет, скажем так, у нас очень хорошие итоги. Школу прошел 221 человек и 60 детей уже были взяты в какие-то кровные семьи. Как в приемные, так и далее большинство этих детей ушли под усыновление. У нас на территории Мирнинского района также практикуется школа для опекунов. Именно когда уже по истечении какого-то периода времени, естественно, какие-то проблемы возникают, адаптационный период проходит, и, естественно, дети растут, возникают какие-то трудности. И вот для того, чтобы преодолеть эти трудности, для того, чтобы, скажем так, правильно с ними совладать, у нас мы это практикуем 2 раза в год, ежегодно. У нас проходят школы именно уже для опекунов. Семья Мыскатовых воспитывала одного сына, но с недавних пор их семья стала в 2 раза больше и в 2 раза счастливее. Мысли взять ребенка из детского дома у меня были давно. Я даже не помню, с какого возраста, наверное, со студенческих лет. Главное, чтобы оба супруга искренне хотели, чтобы не было такого, чтобы жена уговорила мужа, и муж так нехотя согласился, вот чтобы такого не было. И наверное, чтобы лежала душа к ребенку, мне кажется. Когда вот ты сразу понимаешь, что ребенок твой, и тебе его как легче принять. Ну и терпения очень прям много надо, очень много терпения. Ну и знать, что вот этот вот адаптационный период, он закончится. Причины, по которым родители обращаются в школу и принимают ребенка, разные. На большинстве случаев это бескорыстное желание родителей заботиться о ребенке, помочь ребенку обрести семью. Анна Васильева, Якутия. День за днем. Продолжим подводить итоги недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем.
В эти выходные в Якутске продолжается первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В соревнованиях будут участвовать будущие звезды мирового ковра. Среди них победитель первенства мира Магомед Байтукаев, победители первенства Европы различных возрастов Ахмат Галаев, Марат Фадзаев, Мухаммед Тахир Ханиев и многие другие. Якутию представляют 36 борцов. Имена победителей станут известны 16 апреля. Трансляция будет вестись на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт». В Якутске всегда на высоком уровне проходят соревнования, какого бы не было бы масштаба это, то есть от маленьких соревнований до крупных международных турниров. И это, наверное, связано с тем, что в Республике Саха очень любят борьбу, и я, будучи спортсменом, всегда любил находиться именно в тех странах, в тех регионах, где понимают наш вид спорта, где болеют. И здесь болельщики приятно видеть, что ценят красивую борьбу и болеют именно за тех, кто красиво борется. За это им огромное спасибо. Грандиозным спортивным детским праздником уходящая неделя запомнится спортсменам и поклонникам биатлона. В Алдане финишируют всероссийские соревнования на кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалей. Спортсменам предстояло помериться силами в спринтерских гонках, масс-стартах и эстафете. К накалу страстей прикоснулись и наши корреспонденты. Якутия впервые приняла кубок двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Багалей, заслуженного мастера спорта и члена правления Союза биатлонистов России. Прибывшую в Алдан накануне масштабных стартов легенду мирового биатлона приветствовали участники соревнований, коллектив и воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. Много факторов срослось, скажем так, да, для того, чтобы кубок прошел здесь, в Якутии. И на самом деле мне радостно видеть стадион, ребят. По ходу, пока ехала, тоже автобусы с ребятами, и тут все готовятся. В празднике детского биатлона силами и мастерством померились свыше 200 участников из 17 регионов России. Якутию представила самая многочисленная команда, объединившая более 130 человек. Первый старт соревнований предварила официальная тренировка. Погода отличная, для тренировок сойдет. Но соперники тоже хорошие. На следующий день после официальной тренировки были объявлены первые старты. Юноши и девушки показали мастерство в спринтерской гонке. Настроение у спортсменов, по их словам, было боевым. Настроение хорошее. Сейчас учимся стрелять, пристреливаемся, катаемся. Атмосфера хорошая. Волнений ребята не испытывали, но осознавали, что уровень соревнований серьезный. В рейтинге масштабных спортивных мероприятий Кубок Анны Багалей лидирует. Спортсмены, показавшие себя с сильнейшей стороны, входят в резерв национальной сборной по биатлону. Надеемся, когда-нибудь откроются Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, и все нормально будет. И вот это как раз молодежь к этому времени подойдет, нормально будет подготовлена. Это как раз детский биатлон. Всероссийские соревнования по биатлону на Кубок Анны Багалей проходили в течение недели. Спортсменам предстояло помериться силами в спринтерских гонках, масс-стартах и эстафете. Дистанции были определены для каждой возрастной категории. Мы очень надеемся, что все, которые ребята проходят через Кубок Багалей, они будут замотивированы на многие годы вперед. Есть среди них явные лидеры, которые уже прошли несколько этапов, которые сюда приехали из других регионов, достаточно далеко летели. И поэтому завтра, послезавтра мы увидим сильную разницу между спортсменами. Но самое важное для нас в этом возрасте – это именно вот, чтобы глаза у них горели, чтобы они хотели заниматься дальше. Соперники старшей возрастной категории отметили совершеннолетие. Самым юным биатлонистам исполнилось 9 лет. Уровень подготовки участников разный. В активе у многих ребят немало серьезных достижений. А кто-то пришел в спорт не так давно. Народ, естественно, разношерстный. Кто-то уже проходит все 4 этапа, как говорится, все российские соревнования этих на Кубке Багалей. Кто-то впервые будет стрелять, особенно наши местные.
как говорится, якутские спортсмены молодые. Ребят не так много еще вовлечены в это движение, но уже есть те, кто выигрывал наш кубок. Вот Ксюша Янополец, она несколько лет назад влилась в движение и, в принципе, с нами путешествует по всей нашей стране. Вот, вместе с нами растет, так делают многие ребята. Опыт, который они приобретают на нашем кубке, он дает хорошую платформу, базу для того, чтобы в дальнейшем они побеждали. В рамках соревнований прошли научно-методические семинары и мастер-классы. Хозяевами площадки была подготовлена обширная культурная программа. Гости ознакомились с культурой, традициями и обычаями коренных малочисленных народов Севера и приняли участие в эвенкийских обрядах. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В это воскресенье православные верующие отметят праздник Светлой Пасхи. Одна из главных традиций праздника – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Якутская епархия благословила пекарей якутского хлебокомбината, которым предстоит испечь к Пасхе около 80 тысяч куличей. Подробности в материале Марферины Алексеевой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пекари хлебокомбината с ответственностью и глубоким почтением приняли участие в церемонии благословения. Вашу продукцию будут нести не только в свои дома. Ваш труд, ваше сердце, все, что вы вложите в эти пасхальные явства, они будут донесены до нуждающихся. И ведь действительно, при выпекании пасхальной продукции большая часть приготовления производится вручную. Каждый кулич проходит через руки пекарей. Помимо этого, комбинат выпустил эксклюзивную партию пасхального хлеба. Их можно узнать по особому декору. Численность специальных куличей составит примерно 16 тысяч. Есть такая эксклюзивная партия, которая полностью украшается и производится вручную. Это мало того, что просто нужно отпечь, выпечь и произвести все манипуляции с куличами, ну и плюс само еще украшения, да, то есть дополнительные приобретаются украшения, ну и вручную украшается. Каждый кулич – это ручная работа, то есть вложенный труд и любовь наших работников. Узнаваемый и полюбившийся горожанам вкус куличей – заслуга неизменному 30-летнему рецепту. В тесто кладут лишь натуральные продукты. Весь процесс от просеивания муки до полной готовности занимает примерно 11 часов. Продажа пасхальной продукции стартует с 12 апреля. Наши фирменные магазины «Я-хлеб», а также другие магазины города Якутска. Мы еще поставляем еще в близлежащие районы. Это вот Намцы, Хангласский улус и Заречная сторона. В православной вере кулич – это первая пища после Великого 40-дневного поста. После того, как верующие на протяжении долгого времени отказывались от молочной пищи и продуктов животного происхождения, кулич – настоящее праздничное явство. Его положено вкушать в кругу близких и родных людей. Выпечка напоминает о воскресении Христовом и является символом праздника Пасхи. Марферина Алексеева, Джулстан Накентьев, Якутск. Также в преддверии православного праздника и в рамках проекта «Весна на НВК» мы посетили одно из знаковых мест города Томмота. Подробности в следующем сюжете. Город Томмот, образованный в начале 20 века на берегу реки Алдан, обладает своей уникальной историей. Отдельное место в этой истории занимает храм, названный во имя пророка Божьего Илии. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди свои миром. История прихода в честь пророка Божия Илии относится к середине 90-х годов. Тогда епископ Герман посетил город Томмот, где совершил таинство крещения жителей города. Вскоре было принято решение об открытии приходской общины, где спустя почти 30 лет располагается храм. В 2010 году подали документы на строительство вот этого нового храма. И с 2011 года здесь была уже начала отсыпаться площадка. Приезжал архиепископ Якутский Ленский Роман. Он осветил эту площадку. Ну и вот до 2020 года, то есть как бы храм был в состоянии строительства. И в 2020 году, в январе, как раз-то архиепископ Якутский Ленский Роман, он произвел великое освящение данного храма.
В принципе, история не такая большая, ну вот как и есть. Как принято считать, чаще всего в церковь приходят за поддержкой, однако это ошибочное мнение. Многие жители Томота посещают службы в храме по собственному желанию и в основном приходят сюда с благими помыслами. Пока у церкви нет регента, и это не дает возможности нанять церковный хор. Тем не менее, песнопения во время служб здесь проводятся. Следует отметить, что церковь не остается обособленной от остального мира. Все события, происходящие в нашей стране и за ее рубежом, дают о себе знать. Как результат, появляются новые службы и литургии. Мы сейчас читали вот эту службу, мы как раз батюшка ее благословил, чтобы мы ее по вечерам каждый день в 6 вечера вот люди приходят, и эта служба у нас ведется. Это называется вот канон о воинах наших. Самое главное, что здесь царит особая атмосфера, где все равны, и можно полноправно заявить, что прихожане Томотского храма – одна большая семья. Когда вот в паломнических поездках я рассказываю про наш храм, про наши праздники, вот, ну, про трапезы наши, вот, про общение, что мы живем одной большой семьей, но действительно мне никто не верит, потому что в городах большие храмы, такого общения теплого, ну вот как семейного, сказать, ну мало наблюдается, но мы одна семья. Православие занимает значимую часть в жизни томотцев. История духовного заведения, как и небольшого городка на берегу реки, продолжается. И, конечно, многие церкви, храмы и часовни, расположенные на территории нашей необъятной республики, служат духовному единению народов, что проживают в Якутии. Надежда Саханская, Сергей Шипачев, Томот, Алданский район. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мои коллеги и дальше продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.